Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбек Саде. И к основным новостям к этому часу. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял глав делегации участников парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. На встрече предметом обсуждения были вопросы обеспечения эффективности сотрудничества во всех актуальных направлениях военно-политической деятельности организации, в том числе в области обороны и безопасности. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул: мы уделяем особое внимание последовательной реализации утвержденного плана действий, приоритетным направлениям сотрудничества, а также инициативам и предложениям предыдущего заседания Совета коллективной безопасности организации. В ходе встречи стороны расценили важным консолидировать усилия и тесно координировать действия специализированных структур государств по эффективному противодействию этим угрозам и вызовам с целью борьбы с деструктивной деятельностью террористических сил, последствиями экстремизма, радикализма и транснациональной организованной преступности, в том числе незаконного оборота наркотиков и киберпреступности. На встрече была обсуждена сложная политическая ситуация в Афганистане и было подчеркнуто, что в этом контексте Таджикистан будет и впредь поддерживать усилия афганских официальных лиц, а также международного сообщества по запуску мирного процесса и достижению национального согласия в Афганистане. В завершении встречи президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, пожелал успехов в работе Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности в достижении целей по обеспечению безопасности и гарантированной стабильности в зоне ответственности организации. В ходе своего выступления председатель парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин передал президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, теплые слова приветствия и добрые пожелания президента Российской Федерации Владимира Путина. Прокомментировал вопросы повестки дня сегодняшнего заседания парламентской ассамблеи. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Станислава Зася. На встрече обсуждены приоритетные направления председательства Республики Таджикистан в Организации договора о коллективной безопасности в 2021 году, текущие задачи организации и некоторые актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что Таджикистан систематически выполняет задачи своего председательства в соответствии с приоритетами, заявленными в рамках организации. Было отмечено, что до сегодняшнего дня в Таджикистане прошли заседания Комитета секретарей Советов Безопасности, Совета министров обороны и министров иностранных дел и продолжаются работы по подготовке к проведению заседания Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности. Было выражено удовлетворение деятельностью секретариата организации по оказанию помощи в подготовке и проведении успешных мероприятий в Таджикистане. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сложной военно-политической ситуации в регионе и сочли необходимым усилить потенциал по защите границы между Таджикистаном и Афганистаном. На встрече также обсуждались другие актуальные вопросы, в том числе подготовка к следующей встрече глав государств-членов Организации договора о коллективной безопасности, которая состоится в 2021 году в Душанбе. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара. На встрече предметом обсуждения стали вопросы большого расширения и укрепления связей между двумя странами в различных сферах, представляющих взаимный интерес, и сотрудничества оборонных структур двух стран. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что таджикская сторона выражает удовлетворение уровнем и содержанием отношений с Турцией, которые основаны на принципах братства, взаимопонимания и уважения общих ценностей. В ходе обсуждения вопросов обеспечения региональной безопасности стороны посчитали необходимым налаживание совместных связей в борьбе с современными вызовами и угрозами, дальнейшее укрепление сотрудничества в этом направлении. В связи с обострением ситуации в области безопасности и активизацией экстремистских и террористических группировок в различных регионах мира была подчеркнута необходимость объединения усилий международного сообщества в борьбе с ними. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане. Было отмечено, что поиск мирного решения афганской проблемы отвечает интересам стран региона. Было выражено удовлетворение уровнем политических отношений между двумя странами, плодотворным сотрудничеством стран в рамках международных и региональных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, Организации Исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и других международных организаций. Также состоялась конструктивная беседа по другим важным вопросам, представляющим интерес для сторон. Итоги встречи с лидером нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар прокомментировал таким образом.
У нас состоялась плодотворная и важная встреча с господином президентом, уважаемым Эмомали Рахмоном. Конечно, я очень хорошо знал господина президента до своего визита в Республику Таджикистан, но сегодняшняя личная встреча прошла очень плодотворно. Я был очень впечатлен. У меня была благоприятная возможность узнать личное мнение президента Таджикистана по региональным вопросам. Господин президент высказал свое мнение, проанализировал текущие вопросы и внес предложения о будущем Таджикистана и региона Центральной Азии. Господин президент также официально пригласил президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана в Таджикистан. Я проинформировал президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона о намерении президента Турецкой Республики нанести визит в Таджикистан в ближайшее время. Я выразил уверенность, что визит и двусторонние встречи высших руководителей двух стран придадут новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества между министерствами обороны. Сегодня мы также обменялись мнениями по некоторым вопросам сотрудничества. Могу сказать, что у наших стран схожая позиция по международным вопросам. Мы рассматриваем Республику Таджикистан как дружественную братскую страну и важного партнера в Центральноазиатском регионе. У обеих стран есть общие ценности, одна из которых – нетленные труды Мавлоно Джалалуддина Руми, которыми сегодня пользуются наши народы. В ходе беседы мы также обменялись мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, в том числе по ситуации в Афганистане. После сегодняшней встречи с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, который напутствовал нас, Министерством обороны обеих стран и дальше необходимо укреплять сотрудничество в различных областях, включая оборону, и еще больше активизировать двусторонние визиты, чтобы придать новый импульс улучшению сотрудничества между двумя странами, особенно между нашими министерствами. Пользуясь возможностью, передаю свои наилучшие пожелания и турецкого народа жителям Таджикистана. Сегодня главы делегации, участники заседания Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности посетили в Душанбе мемориальный комплекс «Национальное согласие и возрождение Таджикистана» и в знак уважения к высоким национальным и культурным ценностям древней таджикской нации возложили цветы к подножию памятника основателю первого государства таджиков Шаху Исмаилу Сомони. Мы продолжаем программу. Сегодня в Душанбе в рамках очередного заседания Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, уважаемый Рустами Эмомали, и председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, уважаемый Вячеслав Володин, провели встречу с делегациями. В Душанбе в рамках очередного заседания Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, уважаемый Рустами Эмомали, и председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, уважаемый Вячеслав Володин, провели встречу с делегациями. В начале беседы были отмечены положения и перспективы таджикско-российских отношений на фоне стратегического партнерства двух государств. И в этом процессе важная и действенная роль межпарламентских связей, которые значительно расширяются. Стороны обменялись мнениями о состоянии сотрудничества и связи между двумя странами. С удовлетворением отметили, что посредством двусторонних встреч и регулярного рассмотрения приоритетных вопросов страны достигли высокого уровня сотрудничества. Уважаемый Вячеслав Викторович, искренне приветствую вас на гостеприимной таджикской земле. Таджикско-российских отношения занимали и продолжают занимать особое место в приоритетах внешней политики нашего государства. Россия наш ключевой стратегический партнер, и все направления сотрудничества с ней важны для нас. Отрадно, что межпарламентские связи Таджикистана и России последовательно выходят на качественно новый уровень. Уверен, что ваш визит даст новый импульс развитию отношений наших стран. Уважаемый господин председатель, во-первых, хочу выразить слова благодарности за гостеприимство. Темы важные, они действительно
крайне необходимы для того, чтобы мы их постарались имплементировать в наше законодательство национальное каждой страны и сделали все возможное для того, чтобы решения, принятые на уровне глав государств, были законодательно обеспечены. Это послужит не только хорошей основой для решения многих вопросов, но и сближению между нашими странами, нашими народами. На этом этапе была оценена важность обращения внимания на своевременное и полное выполнение ранее достигнутых договоренностей. Было подчеркнуто, что межпарламентские отношения являются одной из важнейших ветвей таджикско-российских отношений и реализуются в различных сферах, в том числе в Парламентской ассамблее Организации договора о коллективной безопасности. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, уважаемый Рустами Эмомали, обратил внимание своего коллеги на расширение торгово-экономического сотрудничества, привлечение российского капитала в экономику Таджикистана, наличие обширных ресурсов и потенциала для увеличения взаимной торговли, на инвестиционные и межрегиональные связи, активизацию деятельности уполномоченных органов двух стран в этих сферах, в том числе в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В связи с реализацией четвертой общегосударственной цели ускоренной индустриализации страны была подчеркнута необходимость в приоритетных перспективах сотрудничества в области совместного производства промышленной продукции с использованием российских технологий и переработки местного сырья, а также ее дальнейшего экспорта на российские рынки. Дальнейшее укрепление сотрудничества в социальной и гуманитарной сферах и решение вопросов, возникающих в результате пандемии коронавируса, стало одной из основных тем, обсужденных сторонами. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, уважаемый Рустами Эмомали, выразил признательность российской стороне за оказание гуманитарной медицинской помощи, в том числе диагностику COVID-19, и посчитал целесообразным продолжение координации и реализации совместных мер по борьбе с этой болезнью. В рамках двусторонней встречи должное внимание было уделено рассмотрению и обсуждению ряда вопросов и проблем трудовой миграции. Таджикская сторона предложила разработать и реализовать адресные меры в этом направлении, включая восстановление регулярных рейсов и беспрепятственного передвижения граждан. Стороны с удовлетворением отметили укрепление сотрудничества в гуманитарной и образовательной сферах. Процесс обучения большого количества граждан Таджикистана в высших учебных заведениях России, успешную деятельность филиалов ряда университетов и российских институтов в Таджикистане, изучение и пропаганду русского языка и культуры в Республике Таджикистан, а также начало реализации проекта строительства 5 средних общеобразовательных учреждений при финансировании правительства Российской Федерации в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар, Турсунзаде, и выразили заинтересованность в скорейшей реализации этого проекта. Сотрудничество в сфере противодействия транснациональным угрозам безопасности региона и мира было определено как ключевое направление двусторонних отношений. Нестабильная ситуация на границе с Афганистаном требует продолжения переговоров по афганской проблеме, обеспечения регулярной военной подготовки и укрепления сотрудничества с Россией в области обороны, безопасности и военно-технической сфере. На встрече были рассмотрены и другие двусторонние вопросы. Сегодня в Душанбе под руководством председателя Совета парламентской ассамблеи ОДКБ, председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Володина состоялось очередное заседание Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, на котором приняли участие и выступил председатель Маджлиси Милли Маджлиси Республики Таджикистан, уважаемый Рустами Эмомали. 1 июля в Душанбе под руководством председателя Совета парламентской ассамблеи ОДКБ, председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Володина состоялось очередное заседание Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности, на котором принял участие и выступил председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, уважаемый Рустами Эмомали. В своем выступлении председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, приветствовал участников и гостей встречи в столице нашей страны и рассказал о приоритетах председательства Республики Таджикистан в Организации договора о коллективной безопасности, которая продолжается в 2021 году. Деятельность ОДКБ является фактором сохранения мира и стабильности в регионе и его ответственности. Республика Таджикистан придает приоритетное значение взаимодействию между нашими странами в рамках организации и выступает за постоянные совместные усилия во имя достижения целей
заложенных в ее договоре и уставе. В этом контексте, как важное звено наших общих усилий, мы рассматриваем конструктивное сотрудничество наших стран в рамках парламентской ассамблеи ОДКБ. Как известно, Таджикистан в этом году выполняет функцию председателя в ОДКБ. Придерживаясь принципа преемственности и руководствуясь уставными документами нашей организации, мы определили приоритеты процесса председательства Таджикистана. Они охватывают практически все сегменты политического взаимодействия и сотрудничества наших стран в сферах обороны и безопасности. Таким образом, приоритеты процесса председательства Таджикистана охватывают все аспекты сотрудничества и взаимодействия в области обороны и безопасности, что отражено в плане действий, утвержденном президентом Республики Таджикистан и концепции председательства Таджикистана в ОДКБ. В этой связи расширение совместной деятельности по направлению парламентской ассамблеи ОДКБ является одним из основных направлений председательства Таджикистана. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в своем выступлении обратил внимание участников на другие вопросы сотрудничества, в том числе в политической сфере, на повышение эффективности совместной борьбы с традиционными и современными угрозами безопасности, экстремизмом, различными формами радикализма, транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью. Было подчеркнуто, что с учетом обострения ситуации на международной арене, особенно в военно-политической ситуации в сфере коллективной безопасности, в том числе в Афганистане, необходимо активное использование политико-дипломатических средств урегулирования афганского конфликта, а также своевременное принятие мер по укреплению таджикско-афганской границы. С учетом пандемии COVID-19 было отмечено, что необходимо объединить усилия для реализации мер по обеспечению безопасности от риска инфекционных заболеваний и продолжить работу по обеспечению медицинской и биологической безопасности. Следует отметить, что на встрече присутствовали главы и парламентские делегации стран-участниц ОДКБ, Российской Федерации, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана, государств-наблюдателей Исламской Республики Афганистан и Республики Сербия. Парламентские делегации республик Армения и Казахстан приняли участие в заседании Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности в онлайн-режиме. Согласно повестке дня, на заседании Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности был рассмотрен ряд вопросов, связанных с деятельностью организации, и приняты соответствующие решения. На этом в Душанбе завершилось очередное заседание Совета парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности. Одним из показателей прогресса каждого государства является стремительное развитие сферы промышленности, в особенности деятельность производственных предприятий. Так, продукция Таджикистана, представленная отечественной компанией Akia Avesta Automotive Industry на международной выставке в Казахстане, вызвала огромный интерес у зарубежных производителей и партнеров. В городе Нур-Султан, Республики Казахстан, с 24 по 26 июня прошла выставка Future Road Expo Астана 2021. Это единственная выставка грузового и коммерческого транспорта в Казахстане и Центральной Азии, основное событие в области коммерческого транспорта в регионе. Это главная платформа для демонстрации нового ассортимента продукции, технологий и решений. Необходимо напомнить, что Akia Avesta Automotive Industry участвует в столь масштабных выставках не впервые. Компания Akia Avesta Automotive Industry впервые приняла участие в международной автобусной выставке Busworld Central Asia 2019 в Алматы, где был предоставлен широкий ассортимент нашей продукции, производимых в Таджикистане. За участие на выставке, прошедшей в 2019 году, таджикская компания получила сертификат, а зарубежные эксперты высоко оценили качество представленных на выставке автобусов. Выставочная площадь стала отличной возможностью для наших предпринимателей, чтобы наладить сотрудничество с другими крупными транспортными компаниями и привлечь новых клиентов. Несколько крупных зарубежных компаний выразили желание сотрудничать с Akia Avesta. На выставке в этом году компания представила 6 автобусов. Автобусы для города, автобусы для путешествий между городами, электроавтобусы, автобусы с двигателем, использующий природный газ, современные троллейбусы с автомобильной системой 40 и двухэтажный автобус. Основной целью участия Akia Avesta Automotive Industry на выставке Future Road Expo Астана 2021 является прежде всего выход на международный рынок.
Совместное предприятие Kia Avesta Automotive Industry не в первый раз представляет свои продукции на международных выставках. На этой выставке мы представили электроавтобусы, троллейбусы, а также автобусы с двигателями, использующие природный газ. Я уверен, что эта выставка станет для нас хорошим опытом, и мы надеемся, что сумеем расширить сотрудничество с другими международными компаниями. Kia Avesta Automotive Industry была создана как совместное предприятие между Турцией и Таджикистаном в январе 2018 года. Целью данного предприятия является сборка и производство автобусов. Данное предприятие было открыто при участии основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Ознакомившись со структурой и производством организации, лидер нации высоко оценил работу предприятия. Kia Avesta – это единственная отечественная компания, производящая автобусы. Производимая продукция способствует реализации плана по индустриализации и развитию промышленности в стране. Данное предприятие производит 250 автобусов в год. На предприятии задействовано больше 100 людей. В настоящее время автобусы компании широко используются в городе Душанбе. Автобусы Kia Avesta являются прекрасной находкой не только для небольших городов, но и для крупных. Согласно производственному плану, предприятие планирует выпускать 5 видов автобусов. На данный момент производятся только 2 вида автобусов. Необходимо отметить, что производство автобусов осуществляется в соответствии с международными стандартами, а двигатели и другие запчасти заказываются у крупных и знаменитых своими качественными товарами компаний, как, например, Mercedes-Benz. В ближайшее время компания планирует производить электроавтобусы, троллейбусы и автобусы с двигателями, работающими на природном газе. Вышеназванные автобусы соответствуют всем техническим нормам, имеют высокую мощность двигателя, пассажирские места, наличие необходимого технического оборудования, соблюдением всех мер безопасности. Более того, продукция соответствует экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6. У нас представлено более, я бы сказал, 7 стран, более 200 единиц техники. У нас есть интерактивная программа, очень много коммерческого транспорта. И среди крупнейших стендов, самый крупный — это Kia Avesta, наш традиционный участник из Таджикистана. Мы очень рады, что мы смогли предоставить площадку на нашей выставке и нашим партнерам. И я вижу, вот вы можете обратить внимание, за мной как раз стенд расположен. Я вижу, что стенд пользуется большой популярностью, и мы надеемся, что в будущем мы увидим Kia Avesta на нашей выставке снова. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.